Валериан Гавриилович Рыбкин, почетный гражданин Ленского района, почетный старейшина Республики Саха-Якутия, ветеран труда, строитель и активный общественник, проработавший в Ленске более 50 лет. Через 2 месяца герой нашего репортажа отметит свой 85-летний юбилей. Сегодняшний выпуск передачи посвящен именно ему. Предки по подсчетам Валериана Гаврииловича приехали в поселок Мухтуя 280 лет назад. Наша фамилия Рыбкиных тесно переплетается с фамилией Кирилловых и Шабановых. Дедушка мой Кириллов, который здесь жил, в этом доме, он был женат на Шабановой Афанасии Константиновне. Вся родословная у нас это считается здесь, что значит, пришли сюда где-то более 200 лет назад, занимались в основном извозом, конечно. Была установлена очередь, кто должен вести почту, потому что это назывался процесс гоньба. И вот если приходила очередь, значит, а все имели лошадей. И если подходила очередь, значит, они садились в сани и ехали в эту сторону до Терешки, на коньки, и в эту сторону до Мурьи. Это дом Рыбкиных. Он построенный был моим дедушкой, который приехал сюда с Иркутска и был, значит, представителем Иркутского торгового дома. Здесь он занимался торговлей, здесь он обрел семью, здесь, значит, у него проходила вся его молодость, здесь он женился на моей бабушке. У них было 3 сына. И вот на этом месте как раз он, значит, построил дом, пятистенник. С одной стороны жил, значит, сын старший, а с этой стороны, значит, жил, значит, средний сын. Там был Валентин, здесь Валерьян, а Гаврил жил там. А Гаврил – это мой отец. Поэтому, значит, а дедушка, кроме вот этого дома, вот там вот, метров 50 или 60, построил двухэтажный дом. Вот, и в нем жили ссыльные. Кто? Андрожиевские вот были, вот эти вот ссыльные все. Вот в этом окне длинная комната была, куда я приходил спать иногда под саненком. Поэтому, значит, вот это место у нас тоже считается нашим родословным. Валериан Гаврилович родился 9 апреля 1939 года в семье служащего и домохозяйки. Домохозяйка почему? Потому что я родился 8-м ребенком в семье. А после меня в 1943 году родилась сестренка моя, то есть девятый член нашей семьи. Отец у меня работал секретарем райсовета. И первые годы войны, естественно, он очень много сил, значит, отдал тому, чтобы освещать вот начало этой войны и как она проходила. То есть ему приходилось часто ездить в поселки, какие-то, значит, деревни все эти якутские, потому что радио уже не было. А раз родники это не было, то, значит, эти, работники, вот эти, вот, значит, грамотные все, они вынуждены были ездить по всем улусам, вот здесь вот, и по деревням и рассказывать о ходе войны. И, значит, призывать, чтобы, значит, шли там добровольцами. И оттуда многие приходили, якуты, значит, и потом уезжали на фронт. Это был 41-й, 42-й. А в 43-м с отца снимают бронь, и его призывают в армию. И в июне 43-го года на первом пароходе, который шел с Якутска, полный, их увозят на запад, то есть на войну. Там его назначили помощником главного писаря Забайкальского военного округа. На передовую не отправили, так как на тот момент у него было 9 детей. С войны отец вернулся живым и здоровым, и жизнь пошла у Рыбкиных своим чередом. Родители работали, дети учились. Я пошел в школу после войны в 1946 году, окончил в 1958 году.
школу и был призван в армию. А раньше же в школу-то шли, ну, чуть-чуть старше, кто в 8 лет, кто в 9 лет. И поэтому, значит, когда мне исполнилось после 10 класса 19 лет, я сразу решил идти в армию, не откладывая. Вот. И, значит, призвались мы, привезли нас на станцию Белую. Это под Усольем Сибирским, вот там, где Мальта, тоже там близко было, где учили этих всех. Я попал в авиацию. Я прослужил там больше 3 лет, получил там звание ефрейтор, был начальником глиссады. А глиссада – это что такое? Это слепая посадка самолетов военных. Значит, садятся под углом, который мы им даем, днем и ночью в любое время. Ну, у нас там был экипаж 4 человека, и поэтому, значит, выше ефрейтора там не положено быть, поэтому мне только ефрейтор присвоен. Я был там чемпионом гарнизона по лыжам, выполнил там 1 разряд, выполнил 2 разряд по легкой атлетике, и выполнил 3 разряд по гимнастике. Служил и занимался спортом. После армии он плотно вошел в жизнь молодого человека. Забегая вперед, хочу сказать, что герой нашей передачи до сих пор им занимается. В 1961 году Валериан вернулся на родину. Планировал поступать в техникум, но время набора было закончено. Тогда решил устроиться на работу в Велюгэсстрой, он же СМУ-1, где сначала работал художником-оформителем, потом нормировщиком. Одновременно заканчивал курсы крановщиков. С тех пор началась моя трудовая деятельность. Ну, тоже, как я считал, что это временно. То есть я, значит, работать пошел на кран, а в марте месяце наша группа целая отсюда поехала на подготовительные курсы в Якутск, в университет. Я в том числе. Ну, окончили мы эти курсы, надо было осенью ехать уже учиться капитально. Но нам сказали так: вы будете снимать жилье, общежития не будет вам, ну, только будет местным. Ну, кто оттуда с Улуса приезжает, вот им там будет. А какое жилье? А на какие деньги? Как его снимать? Я когда оттуда приехал, я это продолжил же работать на кране. И за это время так втянулся, значит, в эту работу. А интересно же было, да? Я строил самый первый здесь, самый первый каменный трехэтажный жилой дом. Я единственный из всех, кто сейчас, значит, живой, может рассказать, где он стоит. Засосала вот эта вот рабочая, значит, обстановка, да еще коллектив такой строителей. Господи, это целая эпопея. Так и не поступив на дальнейшее обучение, Валериан Рыбкин стал крановщиком. Женился. Моя жена, единственная на всю жизнь. Она уроженка Якутска, приехала тоже сюда отработать. Она эта работа окончила культпросвет училище и здесь работала в библиотеке в районе всю жизнь. Тоже больше 40 лет. В ноябре мы 1962 года поженились, а в 1963-м у меня родилась дочка, которая сейчас работает инженером после окончания Иркутского университета на факультете гидрологии суши. Она сейчас работает в гидрологии, ведущим инженером тоже. А в 1972-м у меня родился сын Сережа. И он тоже окончил Академию связи в Новосибирске. Приехал и работает ведущим инженером в Алмаз-автоматике. Но я работал на больших кранах. Вот на гусеничных, на колесных тоже больших кранах. Вот на башенных я не работал, правда. Вот. Работали там только наши женщины милые. Когда у нас был Вангай начальником, а Расудова была, значит, председатель правкома, послали это досье на меня, это присвоение звания заслуженного строителя в Якутск. И в 90-е годы вот это все дело было. Вот это перетряска-то началась.
И там все это дело затерялось. И только нынче летом пришло подтверждение, что это звание, у меня, наверное, единственное здесь такое звание имею, заслуженный строитель Республики Саха-Якутия. Я этим тоже горжусь. Выйдя на пенсию, Валериан Гавриилович занялся общественной деятельностью. Он состоит в Совете ветеранов, Совете старейшин. 20 лет поет в хоре ветеранов. Был солистом, до сих пор своими выступлениями радует ленчан. Много лет работал внештатным корреспондентом газеты «Ленский вестник». Написал сотни статей. Темы публикаций различные. Это и воспоминания старожил, история Мухтуи, темы, касающиеся строительства, подкорма птиц зимой и многие другие. Еще одно увлечение длиной в жизнь – это фотоискусство. В его коллекции тысячи снимков. На них запечатлена природа родного края, ее обитатели и, конечно, птицы, которых уже несколько десятков лет Валериан Рыбкин кормит из окна собственной квартиры. Я 15 с лишним лет кормил птиц. Так у меня птиц-то сколько прилетало? Значит, синички, воробьи, значит, снегири. Однажды прилетела сова. У меня все съемки-то эти есть, эти снимки-то все есть. Поэтому, значит, я часто обращался в газету, приходил, рассказывал им, вот, как надо было правильно подкармливать птиц. А я всегда писал так: надо не подкармливать птиц зимой, они же бедные на холоде, а надо кормить птиц капитально, как я делал. А подкармливать птиц нужно салом, крупами и семечками. От таких изысков они никогда не откажутся. За угощением пролетают снова и снова. Жизнь героя нашей передачи насыщенная и очень интересная. Он в свои почти 85 не сидит дома, а находится в обществе. Посещает все городские мероприятия, постоянный гость в историко-краеведческом музее. Он является почетным его дарителем. Более 20 экспонатов, среди которых самый ценный мотоцикл ИЖ-56, Валериан Гавриилович отдал в фонд музея. Человек доброй души, наш добрый друг, помощник нашего музея. И хочу сказать, в 2014 году мы его, можно сказать, посвятили почетные дарители. И подарили, хочу продемонстрировать, вот такой вот альбом. Мы здесь только малую часть, конечно, внесли в этот альбом. В дальнейшем Валериан Гавриилович нам приносил еще множество предметов различных, включая крупную технику, и бытовые приборы, и много мелких предметов, и документы, фотографии, вот за что мы ему, конечно, бесконечно благодарны. Вот. Это, конечно, останется у нас на хранение, будет передаваться из поколения в поколение, как память о советском прошлом. У нас вопрос, это был такой подарен экспонат, как мотоцикл. Очень такой, наверное, ценный для самого Валериана Гаврииловича, потому что он переживал, почему мы не принимаем этот экспонат. А не принимали мы по той простой причине, что нам негде его пока хранить. И в настоящее время он просто покрыт у нас пока пленкой, скажем, защитной. Вот. И в этом году, я надеюсь, до конца года мы все-таки добьемся того, чтобы у нас был навес в музее под открытым небом, где непосредственно сейчас выставлен этот экспонат. Вот. Он у нас рабочий, на ходу. Вот это самый, наверное, ценный экспонат – это мотоцикл. Много лет мотоцикл хозяин бережно хранил, ведь он часть его молодости. Пользоваться им перестал, когда приобрел автомобиль. Так, более 50 лет он стоял в гараже, и лишь периодически Валериан Гавриилович его заводил. Не раз поступали предложения продать раритет, но владелец вежливо отказывал. Я на нем ездил с 1962 года, а он выпуска 1956 был, то есть я его с рук взял. Купил, и он у меня все время был до тех пор, пока в 1984 году я не получил машину, это съездил по целевому вкладу, вот, «Жигули». И он у меня стоял все время, стоял, потом я его решил подарить музею. А почему музею? Потому что я с ними сотрудничаю. У меня там подарков, это можно рассказать тоже, больше 25 экземпляров. Все старье, что было у меня, старое. Они с таким удовольствием все это приняли, а я его берег. А мне, значит,
торговцы, которые имеют эти магазины, да, они мне предлагали 150 тысяч за него. Казалось бы, продай, да и маленькие деньги. А нет. У меня такая тактика. Я всегда жил всю жизнь для людей и для общественной работы. Тут же в музее находится старинная вафельница. Ей более 200 лет. Она принадлежала маме Валериана Гавриловича. С ней связана отдельная история. Эта вафельница знаменитая тем, что Каландарашвили, Нестор Иванович. И он, значит, проходил там мимо и говорит, заходит и говорит, хозяйка, из вашего дома так вкусно пахнет. Она говорит, да я вот, значит, вафельки пеку. Вот смотрите, тут рисунок какой, да? Ну. В виде креста. Вот и он садится, и она его почивала вот этими вафлями. Это был 1922 год. Еще здесь можно увидеть керосиновую лампу. Ее герой нашей передачи помнит хорошо. Его мама брала лампу, когда они ходили доить коров. Общественная жизнь, как уже стало понятно, отнимает у Валериана Гавриловича много времени. Но это, признается он, только в радость. Важно быть среди людей, общаться и быть нужным, как нужен он сегодня Совету ветеранов и старейшин. Мы очень много проводим всяких мероприятий. Все мероприятия, которые связаны с ветеранской деятельностью, они проходят через наше застолье, где мы, значит, собираемся, мне звонят, я прихожу, мы все приходим, это члены, и мы обсуждаем все праздники, все юбилеи. А тогда еще же многие же были же ветераны войны. Вот я же с ними сколько работал. Я даже, значит, одно время это в 70-й год избирался депутатом горсовета дважды. Поэтому я, значит, ходил по ветеранам. Вот, ну, по зову своего, значит, этого депутатского зова. Я, значит, некоторых старичков отправил, значит, в дома престарелых, потому что они здесь прозябали. Вот некому ухаживать было за ними. А совет ветеранов, совет старейшин, это все, это проводим же, это вместе все. Но совет старейшин тем, что мы всех стариков помним всегда, все их дни рождения, юбилеи. Всегда мы, значит, какую-то помощь оказываем, какую-то поддержку оказываем. Вот такая деятельность моя сейчас идет, значит. И везде я хожу, везде я успеваю. Пока. В прошлом году члены Совета старейшин в сквере «Старожил», строительство которого началось в 2020 году, сегодня оно подходит к завершению, высадили саженцы яблонь. И мне отрадно, что этот сквер называется сквер мухтуйских старожилов. Это очень отрадно. Я всегда прихожу сюда, с удовольствием что-нибудь делать нам приходится. И это с удовольствием делаем мы. Вот на таких мероприятиях мы уже так четвертую осень приходим сюда работать. И волонтеры сделают нам ямки, значит, землицу принесут. И вот эти вот саженцы. А мы идем и зарываем. А вот там, вон желтенькая вон, да, молодая. Прошлый год я ее садил, и она принялась. Я ее все время смотрю. Каждый день нашего героя расписан. Несколько раз в неделю он посещает хор ветеранов, поет в ансамбле и сольно. Очень давно он ходит в хор, уже не помню с каких годов, но давно. Он поет в хоре, в ансамбле, иногда выступает соло. Ответственный такой человек, болеет за коллектив, вот, и какие-то инициативы свои там проявляет. Добросовестный. Песен в репертуаре Валериана Гавриловича столько же, сколько статей в газете. Множество. Для нашей съемочной группы он исполнил свою любимую. Над землей летели лебеди солнечным днем. Было им светло и радостно в небе вдвоем. И земля казалась ласковой им в этот миг.
Вдруг по птицам кто-то выстрелил, и вырвался крик: что с тобой, моя любимая? Отзовись скорей, без любви твоей небо все грустней. Где же ты, моя любимая? Возвратись скорей, красотой своею нежной сердце мне согрей. Я люблю петь. Я знаю 100 песен примерно, а примерно 10 или 15 песен моих это прозвучали с эстрады. А в Чернышевске, когда я выступил со своей песней «Лебединая верность», зал почти весь встал и аплодировал мне за то, что я спел песню «Лебединая верность», но под 2 баяна. Когда я учился в 9 классе, у нас музыку преподавал Сидоров Михаил Иванович. Это наш мухтуевский маэстро, вы, наверное, о нем слышали. Был такой баянист, самородок. Он у нас... А мы готовили, значит, концерт в школе. Вот в 9 классе. То есть хор у нас был. И вот я хором пою, значит, с хором там, значит, это произведение Глинки «Славься, славься ты, наша страна». В общем, вот такая песня, да. Еще там ряд песен о Ленине, да. И он подошел, как-то послушал меня и говорит: ты будешь запевалой о Ленине. Ленин всегда живой, горе в надежде и в радости. Я стал там запевалой, а он говорит: я тебе одну песню приготовлю. И он мне приготовил песню, и в 9 классе я уже выступал солистом с этой песней. Я ее до сих пор помню, эту песню. Она скучать не дает никогда. И любят песни деревни и села, и любят песни большие города. 9 апреля Валериану Рыбкину исполнится 85 лет. В преддверии значимой даты юбиляр раскрыл нам секрет своего долголетия. Молодость, заниматься спортом – раз, всю жизнь не курить, даже ни одной сигареты – 2, всю жизнь заниматься спортом – 3, и заниматься общественной работой – 4, любить свою работу. Вот эти вот аргументы, они самые такие, с которыми человек может прожить долгую жизнь. Планов долгосрочных герой нашего репортажа не строит. Пусть все идет своим чередом. А желание есть только одно – чтобы близкие, родные люди были живы и здоровы. Вот моя самая главная мечта какая. Буду я долго жить, и чтобы никто никуда не ушел, и чтобы все были здоровы. Самая главная мечта моя. Ну и продолжать, конечно, общественную работу, пока мои ноги ходят и носят меня. Вот такие вот, да, дела. И петь я буду еще солистом, наверное. Семья у Валериана Рыбкина большая. Супруга, сын, дочь и 2 внуков. У меня правнучек учится во 2 школе, в 5 классе. Внучка учится в 6 классе, в 3 школе. Она недавно, вот на днях ездила в Якутск и защищала там какое-то, значит, звание. Она артистка. Своих родных дедушка, отец любит баловать вкусностями. Выпечка на их столе всегда разнообразная. Многие рецепты передались ему от мамы. Унаследовал от моей мамы любовь что-то приготовить своими руками, то есть, значит, что-то поджарить. А как это было? Нас же было же много в семье, 9 человек, считайте, да? А когда, значит, мама по воскресеньям иногда устраивала стряпню, там это пирожки стряпать или что. Мы с ней поднимались с лампой, потому что электричества не было. Я вставал за печку, а мама только успевала, значит, это рассказывать, и мне сковородку ложить, а я переворачивал. Постепенно я это дело полюбил, и все спят,
А к ихнему, значит, подъему мы настряпывали вот такие горы целые этих. Это всякой разной стряпни. Я смотрел, как она делает рыбные пироги, как она, значит, стряпает сладкие пироги с брусникой, допустим, как она ставит тесто. Рыбный пирог и сладкий пирог я буквально позавчера стряпал, которые пригодились на дне рождения сына. Вот. Стряпаю булочки, стряпаю ватрушечки, стряпаю пирожки, особенно оказики, особенно капустные пирожки, картонные пирожки любят. Активный, бодрый, любящий жизнь. Людей, животных, все живое, что есть на земле. Поэтому и земля отвечает ему взаимностью. В преддверии дня рождения желаем Валериану Гаврииловичу отметить еще не один юбилей.